Когда я делаю публикации об аварах, о том, что пишут про авару, и пишут не авары, не аварские историки, пишут русские, пишут там иностранные, славянские вот эти люди, и они опровергают то, что авары были монголоиды, авары были тюрками, и это даже как бы не нужно опровергать, это как бы и так понятно, потому что были авары, были тюрки, они воевали между собой. Не были аварии какое-то тюркское племя, чтобы их обоих считать тюркскими племенами. Там отчетливо видно, что есть авары как большая нация, есть тюрки как большая нация. И вот то, что мы сейчас как бы нас сузили, вот, например, до аварцев Маарулал, которых там 900 чем-то тысяч, это тоже неправда. Это авары, это была большая нация. Просто нас туда разделяли, и в итоге, когда мы должны были объединиться, стать как по-научному в 19 веке, в конце 19-го, начале 20 века нации, нас тут, начиная с Услара и продолжая вот уже коммунистами, они разделили нас на даргинцев, на табасаранцев, на других. Хотя мы должны были эволюционно как бы прийти к единому названию, к единому языку, которое было заложено в аварии, в аварском ханстве Болмат. Он должен был стать для всех как бы общим, и он должен был впитать как бы в себя языки, диалекты у других народов, сохранив их тоже. Потому что нам постоянно пытаются навязать, когда мы начинаем говорить о сохранении языка и тому, потому что мы нацисты там, то все и пугают, приводят там всякие хадисы там подобное, какая-то Асав говорит, но посмотрите на аварию, посмотрите на Аваристан, и посмотрите, сколько там диалектов, наречий, все сохранены. И посмотрите на Азербайджан, на другие такие тюркские государства. Они всех почти, кого могут, переводят на свой язык. У аваров никогда не было такого обычая заставлять других учить свой язык. Наоборот, исторически аварские правители из царских этих родов, это еще уже получается начало средних веков Азии, они даже убивали тех, кто начинал говорить, изучал аварский язык, потому что как бы у них другая политика была насчет этого. И вот в аварском царстве, ханстве, конечно, уже не было таких обычаев убивать, но навязывания своего языка и такой политики не было. Был вот проект, идея создания общего войскового языка, потому что назрело это, потому что мир менялся. Эти общества, они уже, нужно было переходить из родоплеменного феодального строя к общенациональному, как это происходило во всех этих народах мира, Германии, Италии, Испании, Японии, везде это менялось. Там тоже были вот такие же общества феодальные, там всякие княжества, королевства даже были, которые, там Баварское королевство, оно, больше, наверное, чем Авария, и по населению, и по, как бы, по территории, и по военной мощи. Но все они как бы приходили к тому, что нужно объединяться. Мы одна нация, мы одного происхождения. И даже те, которые среди них были, другого, они тоже как бы подписывали, что политически они как бы будут германцами, потому что они живут на этой земле и выросли. И мы тоже должны были к этому прийти. Но политика Российской империи и Советского Союза, она не дала к этому прийти. Еще раз к этому приходим. Они нас разделили, они хотели нас еще больше разделить, создав в свое время вот Андийский, Аварский и Гунивский округ. Аварские это должны были быть вот аварцы, собственно, это был самый маленький из этих трех районов. Андийские они пытались создать новую такую нацию, соединив всех, кто вот все вот эти наибства, которые ходили в это. И Гунивский округ, там хотели тоже создать там нацию таблинцы, Маарулал, то есть еще больше разделить. Но это не получилось, потому что, во-первых, авары сопротивлялись этому ментально и даже физически, и там вот Кайтмат Алихан, вот они тоже противостояли этому, то есть не давали, чтобы полностью этот проект завершился, хотя они отделили нас даргинцев, от нас даргинцев и других, создавали вот эти новые нации. Потом наступил советский период, и тогда уже
пока эта гражданская война шла, уже не было, уже как бы до этого там, вот этот проект завершить уже некому было, потому что убили всю имперскую вот эту интеллигенцию, идеологов. И потом новое советское общество, когда пришло, Абдурахман Даниал, когда главой стал, он понимал, что все нации как бы формируются, и нужно как бы объединить это, зафиксировать ее документально, как бы. И он сделал это, завершил. Он не смог, конечно, даргинцев и других как бы объединить, потому что их уже разделили так более серьезно. Но то, что он смог, он собрал. И вот за это его ненавидят. И ненавидят даже не лезгины, которые, ну, мы обобщаем ЖЭС, а те, кто есть среди них. Там среди них есть вот эти кюринцы, вот, и даже среди кюринцев вот, потомки вот этих Асланхана и вот этих других, которые вели подрывную работу против аварий, против других этих, как бы, коренных этих правителей Дагестана. И среди них, конечно, есть и тюрки, которые стали лезгинами, есть и евреи, которые стали лезгинами. И все они вот так как бы с ненавистью относятся к Абдурахману Данилу, потому что он не дал этот, завершиться вот, антиаварскому этому проекту по разделению нашей нации на части и последующее поглощение ее тюрками. То есть это было как бы одно давление снизу, то есть снизу хотели нас тюрками сделать, с юга, а с севера хотели как бы вот наподобие казаков сделать. Здесь, ну, Абдурахман Даниалов и другие вот лидеры, как бы, которые были, они не дали этому случиться.